Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 27 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем карты на отношения, на работу, на финансы. Подсказывать будем на метафорической колоде. Итак, у нас выпадает семерка трефовая. Карта, которая говорит о том, что день будет сложный. Скорее всего, будут какие-то обстоятельства, знаете, которые будут нас как-то ограничивать, зажимать. Или человек появится какой-то. Ну, если говорить о работе, то это может быть начальство, да, которое нам какие-то сроки дает очень сжатые. Или может быть трудновыполнимое какое-то задание. Может быть сложно договориться, сложно подступиться. Могут быть какие-то потери, сложности вот во время рабочего дня, да, вот что-то такое может быть. Но также эта карта еще говорит о том, что все вопросы сегодня, вот если мы хотим решить вопросы как-то для себя удачно, успешно, да, нужно решать в команде, нужно решать с другими людьми, в команде, в сотрудничестве, в понимании, да, то есть к этому нужно стремиться. Да, будет день сложный, будет очень много, скорее всего, забот, хлопот. Нужно будет, как бы, может, постоянно быть в каком-то потоке, постоянно заниматься чем-то таким, что, ну, от чего не открутишься, не отвертишься, да, вот в этом сложность. То, что хочется делать, невозможно, да, а приходится делать то, что надо. А если говорить об отношениях, то здесь тоже могут быть какие-то общие дела, да, здесь может быть общие какие-то вопросы, которые вот затрагивают вас обоих, и вот нужно это решать, и это, скорее всего, сложно, потому что это все происходит не из желания решать какие-то вопросы, а из необходимости. Что будет помогать? Девятка червовая. Будут помогать какие-то новости, да, вот, допустим, какой-то человек новый приходит, назначение начальника нового руководства, или, может быть, здесь в коллектив люди приходят новые, да, как свежая такая струя, либо, допустим, были какие-то сложные времена, вы долго ждали каких-то перемен, и вот, наконец-то, тут перемены происходят. Тут действительно нужно надеяться на это, нужно, даже если не сегодня перемены, да, вот нужно все равно, занимаясь какими-то трудными задачами, думать о том, что скоро все переменится. Будет что-то к нашему вот удовольствию, удовлетворению будет меняться. А также будет хорошо, если мы будем обращаться к другим людям за помощью, если мы будем, может быть, быстро действовать, да, если, допустим, у нас какое-то важное дело, которое решается какой-то поездкой, да, вот тоже нужно на это согласиться. Вообще любые какие-то обновления, новая информация, поездки в новые места, общение с новыми людьми, вот это вот все сегодня будет помогать. Что будет мешать? Будет мешать, знаете, резкость, да, будет мешать необдуманные какие-то поступки и решения. Может быть, будет мешать какая-то вот холодность, пессимизм и так далее. Или, допустим, когда мы вот очень устали, да, и вот хотим вот разом все прекратить, не думая о завтрашнем дне, не думая о том, что вот-вот скоро будет улучшение, да, а мы вот здесь не дождемся его. То есть не нужно сейчас ставить точку, не нужно обрубать все. Для отношений у нас выпадает, для тех, кто в поиске партнера, у нас выпадает девятка трефовая. Карта говорит о том, что вы можете познакомиться или там начать отношения с человеком, с которым вы вместе работаете, или с которым у вас общие интересы, одинаковая, может быть, профессия, да, вот так, где вы можете познакомиться. Скорее всего, это будет ситуация, когда вы
заняты своим делом, да, и какие-то трудности у вас возникают, вы не можете вопрос самостоятельно решить и просите о помощи. И вот таким вот образом вы можете познакомиться с человеком, с которым у вас могут начаться отношения. А для тех, у кого уже есть пара, валет трефовый говорит о том, что у вас могут быть действительно сложные времена, вот сложный день сегодня, да, из-за того, что либо у вас у самих будет, знаете, излишняя, может быть, эмоциональность, да, вот накопилась, допустим, да, и вот сегодня вы можете это выплеснуть. Либо у вашего партнера может быть какая-то усталость, да, вы что-то от него хотите, а он не может вам сейчас помочь ничем, да, и на этой почве может возникнуть спор какой-то или ссора. А может быть зависимость у одного из партнеров, или у вас самих, или у вашего партнера, может быть, какая-то привычка негативная сегодня выйдет наружу. Ну, допустим, там алкоголь, да, или еще что-то такое. Может быть, человек какое-то время держался, и тут вот из-за усталости, из-за каких-то сложностей, вот может быть негативная привычка, вот это поднимет голову, да. Давайте еще дополнительно достану. Вот, не забывайте о том, что, так, у нас карты падают, не забывайте о том, что если вы сегодня как бы дадите волю чувствам, ну, поссоритесь, да, вы действительно можете остаться в одиночестве, может развалиться брак, отношения, и потом это уже невозможно будет вернуть. А теперь те, кто в ссоре, семерка пиковая. Карта говорит о том, что у вас сейчас еще много эмоций, но вы можете, в принципе, помириться, если будете писать другому человеку, да, то есть лучше не разговаривать напрямую, не звонить, а вот именно лучше смс-ку отправить. Для работы, те, кто в поиске работы, десятка червовая выпадает, вам помогут какие-то близкие люди, друзья, или те, которые к вам хорошо относятся, люди в поиске работы. Давайте дополнительно достанем. Да, скорее всего, кто-то из вашей семьи, может быть, дальние какие-то родственники, или, может быть, какие-то остались связи у родителей, бабушек, дедушек и так далее. А для тех, кто уже работает, десятка трефовая. Вот здесь в основном будут все вопросы у вас крутиться вокруг каких-то больших проектов, либо вокруг общение с руководством, с администрацией, какими-то вот людьми, от которых зависит решение ваших вопросов. Давайте посмотрим, что конкретно здесь имеется в виду. Слишком много ну, как бы с любой стороны на вас критики, да, слишком много указаний, и вы не знаете просто, как на это на все реагировать. Но смотрите, выход есть, скорее всего, вы каким-то привычным образом действуете, и поэтому вопрос не можете решить. Вот проблема, которая у вас сегодня возникнет. Карта говорит о том, что все решается легко, но по-другому, не так, как вы привыкли. Найдите какие-то обходные пути. Иначе вы так и не сможете договориться, иначе вы не сможете решить важный для себя вопрос. Можете как бы проблему с руководством, да, с какими-то важными делами так и не решить, если будете пользоваться старыми какими-то методами. Да, вот сегодня нужно быть очень мудрыми, сегодня нужно быть человеком, который, знаете, как бы примиряет противоборствующие стороны, допустим, да, человеком, который слушает свою интуицию. Если вот вам говорят, что нужно, допустим, пойти еще поучиться, соглашайтесь, то есть нужно это делать. Даже если вам сейчас кажется, что для вас это невозможно или нежелательно, вы соглашаетесь, потому что действительно здесь может для вас открыться какая-то очень хорошая возможность. А для тех, у кого свое дело, восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что ваш день сегодня будет постоянно в коммуникациях, в общении, постоянно на людях. Может быть, уже вы так очень сильно устали, да, что вам, как бы, думаю, у вас мысли только об отдыхе, а вам приходится тут решать кучу дел, с большим количеством людей общаться. Также эта карта говорит о том, что неплохо было бы вам подумать о том, чтобы сделать ваше дело более масштабным. Ну, это, может быть, знаете, как в основе либо как сеть должна быть какая-то, да, либо просто у вас должны быть какие-то такие производственные процессы, завязанные вот на каких-то определенных
в общем, на каких-то определенных людях, которые, допустим, у вас постоянные клиенты, вот сеть постоянных клиентов, да, и вы как-то постоянно с ними выстраиваете взаимоотношения. Или, может быть, это расширение должно быть вашего бизнеса, или, может быть, несколько, вот как бы дублирование вашего бизнеса там в нескольких местах, ну, может быть, даже как франшиза, допустим, да. То есть нужно подумать, как вам масштабироваться, как вам найти доступ к большему количеству людей. Сегодня вот эти вопросы, скорее всего, будут получаться. Да, сегодня неплохо было бы выйти за рамки привычного. Сегодня неплохо было бы помечтать, скажем так, да, и подумать, как вы из того состояния, в котором вы сейчас находитесь, как вы можете расшириться, как вы можете масштабироваться. И при этом, чтобы весь этот процесс доставлял вам удовольствие. В общем, сегодня нужно делать то, о чем вы мечтали давно. Финансы. Те, кто на зарплате, король бубновый, сегодня может быть действительно зарплата, либо вы сегодня покупаете что-то, может быть, делаете какие-то заказы через интернет, или, может быть, просто какие-то сделки у вас запланированы на сегодня, да, а может быть, это просто получение зарплаты вот целиком. А для тех, кто своим делом зарабатывает, дама бубновая, для вас открываются новые пути для зарабатывания денег. Это раз. Во-вторых, у вас может быть сегодня посредническая деятельность, и за это вы деньги тоже можете получить, это два. И в-третьих, может быть, сразу несколько доходов, да, то есть из нескольких источников, от нескольких клиентов и так далее. То есть и еще эта карта говорит о том, что у вас что-то меняется в финансах, какой-то, знаете, вот поворотный момент решения, которое вы сегодня примете, оно будет еще долго отражаться вот на ваших финансах. Да, вот смотрите, у вас действительно улучшения какие-то происходят в деньгах. Вот то, что вы планировали раньше, вы можете достичь благодаря тому, что сегодня происходит. Да, какие сегодня вы сделки заключаете, какие мысли к вам приходят и так далее, и так далее. И посмотрим, что будет в конце дня. В конце дня вы как бы взглянете на свой день со стороны, оцените его, да, и в принципе, да, останетесь довольны, потому что у вас появились благодаря сегодняшнему дню какие-то новые планы, не только для вас, но и для вашей семьи, да, какое-то улучшение, увеличение, расширение и так далее. То есть действительно вот то, что сегодня будет происходить, это такой как бы взгляд в будущее, да. То есть у вас действительно здесь открывается какая-то новая дорога, новый путь, который вас вот радует, на котором вам лучше, чем вот до сегодняшнего дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, хорошего настроения, всего вам доброго, до новых встреч.